Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Историческая дата. 30 лет назад, в период жесткой информационной блокады, в эфире Первого канала прозвучала правда об Отечественной войне в передаче «Красный квадрат». Русдрам подвел итоги 41-го театрального сезона. Качественные медицинские услуги по доступным ценам. Открылся сочинский медикал-центр. Премьер-министр Александр Анкваб подписал распоряжение о призыве в октябре-декабре 2022 года на военную службу граждан Республики Абхазия. Министерство обороны, администрациям Сухума и районов, МВД, министру здравоохранения, Министерству просвещения и языковой политики, а также государственным СМИ даны поручения по организации мероприятий, обеспечивающих качественный и своевременный призыв. День в истории Абхазии. 30 лет назад в эфире российского Первого канала вышла передача «Красный квадрат». В программе приняли участие с абхазской стороны заместитель председателя комиссии парламента Абхазии по правовым вопросам Зураб Ачба, с грузинской стороны председатель парламента Грузии Эдуард Шеварнадзе, председатель комиссии по международным делам Госсовета Грузии Ливан Алексидзе, с российской стороны советник вице-президента России Андрей Федоров и политолог Андроник Мигранян. Эта программа была одной из первых, в которой принял участие представитель Абхазии, и правда об Отечественной войне прозвучала в эфире Первого канала. Подробнее расскажет Анастасия Никонова. 20 октября 1992 года в эфире Первого канала вышла передача, в которой приняли участие заместитель председателя комиссии парламента Абхазии по правовым вопросам Зураб Ачба, политолог Андроник Мигранян, председатель парламента Грузии Эдуард Шеварнадзе, председатель комиссии по международным делам Госсовета Грузии Ливан Алексидзе и Андрей Федотов, советник вице-президента России. К выходу в эфире передачи шел третий месяц грузино-абхазской войны. Абхазия была в сильной информационной блокаде. Правду о том, что у нас в республике грузины ввели режим геноцида, мало кто знал. Политолог Андроник Мигранян поинтересовался у грузинского политика, не считает ли он ошибкой ввод войск в Абхазию в августе 1992 года. И вот ответ Эдуарда Шеварнадзе. Знаете, что касается ввода войск, само выражение это неверное, неправильное. Я знаю вас хорошо, я думаю, что вы достаточно хорошо владеете, так сказать, основами международного права, так сказать, и так далее. И нельзя назвать передислокацию или направление с определенной целью тех или иных регионах собственной страны каких-то войсковых подразделений вводом войск. Я подчеркиваю, все, что происходило в рамках единого государства Грузии. Депутат золотого состава парламента Абхазии Зураб Ачба, отвечая на заявление Шеварнадзе о целостности Грузии и войне, отметил, что это следствие режимов Шеварнадзе, который развивал конфликты и в других республиках. Ну, все, что он сказал, я могу сказать с обратным знаком. Во-первых, я не так оптимистично смотрю на перспективы Грузии и перехода ее к демократическому управлению, потому что от легитимности того режима, который сейчас установился в Грузии, суть его не меняется. И когда мы ищем причины ввода в Абхазию, их можно перечислять очень много. Но я вообще считаю, что это ввод был определен именно природой того режима, который сейчас вот существует в Грузии, политического, который, в общем-то, последовательно уже развивал эти конфликты в Осетии, в Мигрелии, сейчас в Абхазии. Господин Шеварнадзе сказал, что это было простое перемещение войск. Это неверно. Ведь эти войска пришли... Но он не может сейчас с вами спорить. Нет, ну хорошо. Я могу Просто сказать. опять же мы сейчас потратим много времени на это. Давайте попробуем через 2 минуты вернуться к нашему разговору. Абхазия всегда ставила вопрос о том, что наше государство должно иметь тот объем прав, какие имеют иные республики в России, подчеркнул в ходе диалога Зураб Ачба. Мы всегда ставили вопрос о том, что мы, как государство, а Абхазия является государством, должны иметь тот объем прав, какие имеют республики в России. Мы понимаем, что это в динамике находится развитие взаимоотношений.
Мы ставили вопрос. Это все пожелания, о которых здесь говорит мой оппонент Алексидзе, это пожелания. Мы каждый раз пытались, чтобы это легло конкретно на бумагу, конкретно на какой-то договор. И вы видели. Кстати, вот парламент, вот, о котором говорят, что нам дали там 28 мест, там 26 грузинам, и в смысле это не отражает демографическую ситуацию. Мы-то ведь предлагали совсем другой вариант. Введение апробированной мировой практики двухпалатного парламента, где в одной палате в Совете национальностей были бы представлены все национальные общины, армянская, греческая, грузинская и абхазский народ, и русская община, а в другой были бы прямые выборы. Но этот вариант был отвергнут. С каким правом? Одну секунду, я прошу не перебивать меня. Каким правом? Одну секунду. Это достаточно специфический вопрос, я думаю, что в любом случае... На это постоянно опираюсь. Я вас прошу не перебивать. Пожалуйста. Но дело в том, что да, единственное, что мы просили за абхазской общиной, сохранить право вето на те вопросы, которые касаются государственного устройства этой республики и территории. Мы имеем право, там самоопределились. Что тут такого? Теперь, Грузия была федерацией. В Конституции 27 года записано, что Грузия строится на федералистических принципах. И с 21 года по 31 год Абхазия и Грузия находились в фактически федеративных отношениях. Нет, я так понимаю, что противоречие это не вызывает. Просто, видимо, общественное мнение против вызывает. этого. И Шеварднадзе, и сейчас Алексидзе говорю, что общественное мнение не созрело. Оно не созреет никогда, потому что в этом общественном мнении культивируются совершенно иные идеи. Говорится о единой, неделимой национальной Грузии, в которой нет нам места. Вот за что мы боремся. Спасибо большое, господин. Тогда, в октябре 92-го, у охваченной войной Абхазии не было возможности рассказать миру правду. Политолог, тогда депутат парламента Нателла Акаба, отметила, выступление Ачба стало важным событием. Находясь в Гудауте во время войны, мы вот очень радовались, что Зураб Ачба в Москве дает какие-то интервью, потому что кроме него больше никого там не спрашивали ни о чем. И в основном там грузинскую точку зрения. Он говорил все правильно, но эти грузины, конечно, его не слышали. То есть не хотели слышать. Ну, конечно, это позитивную такую для Абхазии роль сыграло. Тем более там Андроник Мигранян, который хорошо знал вот об Абхазии все, и он тоже высказывал такие очень объективные вещи. Абхазский депутат грамотно и дипломатично донес точку зрения нашей республики, хоть в студии в большей мере присутствовали сторонники политики Шеварднадзе, подчеркнула Нателла Акаба. Он же достаточно такой умный человек, он понимал, что не надо слишком так вот откровенно высказываться, но в принципе он все сказал правильно. Но вы знаете, тогда был такой период, когда Россия в большей стороне была на стороне Грузии, потому что Ельцин, как мы все знаем, он был таким ярым сторонником Шеварднадзе. И поэтому трудно было вот в те дни как-то вот продвигать нашу точку зрения. Ну, Зураб Ачба по мере возможности все-таки старался это делать. Через 11 месяцев после выхода в эфир данной передачи Абхазия победила в кровопролитной войне, еще раз доказав миру свое право на самоопределение и независимость. Анастасия Никонова, СССР, Гухава, Абазатова. После выпуска новостей смотрите программу «Красный квадрат». В этот день, 21 год назад, завершилась антитеррористическая операция в Кадорском ущелье Абхазии. В ходе операции с 4 по 20 октября 2001 года военнослужащие абхазских вооруженных сил и резервисты вытеснили грузинских и чеченских боевиков из отряда полевого командира Руслана Гилаева. Всего на территорию Абхазии вторглись около 800 боевиков. Они пришли из Панкейского ущелья Грузии. За время операции с абхазской стороны погибли около 30 человек. Точных данных о потерях среди террористов нет. Банда полевого командира Руслана Гилаева перебралась из Панкийского ущелья в Кадорское и вместе с грузинскими боевиками попыталась прорваться вглубь Абхазии. Утром 3 октября 2001 года вооруженная группа террористов напала на село Георгиевское в Гулырбском районе. Отрезанными от основной базы в Сухуми оказались 2 горных поста миротворцев. В Кадорском ущелье начались боевые действия. Абхазские силы подтянули бронетехнику и артиллерию.
Через несколько дней военные наблюдатели миссии ООН решили провести авиационную разведку, чтобы оценить ситуацию в зоне конфликта. 8 октября их вертолет был сбит террористами в районе горы Сахарная Голова. Погибли пилоты, 5 членов миссии и переводчица. Боевые действия продолжались вплоть до 20 октября. В антитеррористической операции в Кадорском ущелье с абхазской стороны погибло около 30 человек. На территории Абхазии находилось более 800 боевиков. Точных данных об их потерях нет. С 17 октября прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело по факту убийства жителя села Нижняя Эшера 62-летнего Отари Мужба. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Предварительным следствием установлено, что в ночь с 15 на 16 октября в селе Нижняя Эшера неустановленное следствием лицо, находясь в помещении пункта охраны нефункционирующего мельзавода с целью умышленного убийства, нанесло не менее 2 колото-резанных ран Отари Мужба. В результате полученных ранений Мужба скончался на месте. 19 октября по подозрению в совершении убийства задержан 45-летний житель села Нижняя Эшера Сергей Тванба, который дал признательные показания. Орган предварительного расследования направит в Сухумский районный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тванба. 19 октября Сухумский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Республики Узбекистан, сообщается на сайте Сухумского городского суда. Материалами уголовного дела установлено, что гражданин Узбекистана, находясь в Сухуме, незаконно приобрел наркотическое средство метадон в крупном размере с целью последующей реализации на территории Сухума. 28 апреля примерно в 13:00 сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД задержали и доставили его в МВД. Суд Сухумского городского суда приговорил гражданина Узбекистана к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей. МВД Абхазии проводит усиленные ротационные рейды по предупреждению, профилактике правонарушений в республике, недопущению совершения преступлений и обеспечению безопасности дорожно-транспортного движения. Рейды проводятся по указанию министра внутренних дел Вальтера Будба. Детальная информация о результатах мероприятий ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии. Смотрите сюжет, подготовленный пресс-службой ведомства. По указанию министра внутренних дел Вальтера Будба МВД Абхазии проводит усиленные ротационные рейды по предупреждению и профилактике правонарушений в республике, недопущению совершения преступлений, обеспечению безопасности дорожно-транспортного движения. Выявляются факты грубых нарушений правил дорожного движения, наличие подложных государственных регистрационных номерных знаков, нормы тонирования стекол автомобилей. Также сотрудники милиции осматривают автотранспортные средства на предмет незаконной перевозки запрещенных веществ и предметов, наркотических средств, огнестрельного оружия и боеприпасов. Отрабатываются ориентировки на лиц, состоящих в розыске. В мероприятии задействованы подразделения Центрального аппарата Министерства внутренних дел Республики Абхазия, городских управлений и районных отделов внутренних дел. Управление госавтоинспекции напоминает, что основная цель профилактических мероприятий – не лишить как можно больше водителей права управления автомобилем, а снизить количество ДТП с тяжкими последствиями. Подобные комплексные мероприятия во всех районах республики проводятся на регулярной основе. Детальная информация о результатах рейдовых и профилактических мероприятий ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии. Комиссия по организации похорон видного деятеля науки и высшего образования Республики Абхазия, первого проректора АГУ, профессора Виктора Маланзе, сообщает, что церемония прощания пройдет в Доме учителя в Сухуме 21 октября с 10:00. Начало траурного митинга в 13:00.
Сегодня абхазскому историку, этнографу и литературоведу, доктору исторических наук Шалве Денисовичу Иналапа исполнилось бы 106 лет. Имя ученого широко известно в Абхазии и за ее пределами, как автора ряда основополагающих научных трудов, посвященных исследованию актуальных проблем абхазоведения и кавказоведения, этногенеза и этнической истории абхазов. К крупным исследованиям ученого относятся абхазы, вопросы этнокультурной истории абхазов, традиции современности, очерки об абхазском этикете и другие. В сферу научных интересов ученого входили различные аспекты языкознания, литературоведения, этики, фольклористики, в том числе и нардского эпоса. После выпуска новостей смотрите интервью с Шалвой Иналапа в проекте «Время и мысли». 20 октября на заседании городского собрания его председатель Ираклий Харчилава представил заявление о досрочном сложении своих полномочий. По его словам, решение это продуманное, взвешенное и продиктовано объективными обстоятельствами. При этом он не сложил свой мандат депутата собрания. Затем, в соответствии с регламентом, состоялось выдвижение кандидатов на должность председателя. В избирательный бюллетень были включены кандидатуры депутатов Дмитрия Оси и Давида Чхиидзе. Большинством голосов председателем собрания был избран Дмитрий Оси. Также тайным голосованием заместителем председателя по предложению Оси был избран Ираклий Харчилава. Глава администрации Сухума Беслан Эшба принимает участие в международном экспортном форуме в Москве, сделано в России. Об этом сообщает сайт администрации Сухума. На пленарном заседании участников форума приветствовал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Главной темой пленарной сессии – экономика перемен, создавая новую географию экспорта. Организатор форума «Российский экспортный центр». Форум проходит с 20 по 22 октября на площадке Государственного учреждения культуры Москвы музейно-выставочное объединение «Манеж». Директор Русского театра драмы Ираклий Хиндба подвел итоги почти прошедшего 41-го театрального сезона. За 9 месяцев Русдрам сыграл 187 спектаклей, что является абсолютным рекордом. Также Ираклий Хиндба рассказал о том, какие премьеры ожидают зрителя в следующем сезоне, который начнется 29 октября. Подробности у Марианы Котовой. 187 раз актеры Русдрамы выходили на сцену в этом 41-м театральном сезоне. Для абхазских театров это абсолютный рекорд. Летом спектакли шли каждый день, сейчас чуть реже, но при этом не менее 24 дней в месяц. Даже не в сезон. Театр открыт для зрителя. Да, сезон был краткий, он стартовал в конце января и завершается в октябре. То есть это получается 9 месяцев он длился. По количеству сыгранных спектаклей это самый плодотворный, самый успешный сезон за последние годы. Вот на данный момент, и уже вот с Кёжинскими перепалками, в этом сезоне будет сыграно 187 репертуарных спектаклей. 187 спектаклей за 9 месяцев. Не хочется говорить, что это рекорд в истории театра в Абхазии, но это рекорд в истории театра Абхазии. Как рассказал Ираклий Хиндба, показатель успеха театра не только аншлаги и беспрецедентное число сыгранных спектаклей, но и успехи актеров. Театру удалось добиться того, что члены труппы не отвлекаются на зарабатывание денег, совмещая несколько дел сразу. Их избавили от такой необходимости. Они полностью принадлежат театру и отдаются сцене на все 100%. У нас нет работников, которые на штате где-то работают еще в других учреждениях страны, культуры. А у нас это распространено достаточно в сфере культуры. Я не говорю, что это плохо или хорошо, потому что зарплаты небольшие, и люди должны выживать. Это, есть объективные причины. Но, знаете, когда актер работает в театре, потом он идет, выступает где-то, не знаю, на свадьбе, потом он еще что-то там где-то делает, еще как-то себя на что-то разменивает, нельзя добиться успеха в таких ситуациях. Нельзя построить профессиональный театр, когда актер занимается чем угодно, кроме своей профессии. Не получится это. Это невозможно. Результат – любовь зрителей не только в Абхазии. За прошедший сезон Русдрам множество раз выезжал на гастроли. По словам Ираклия Хиндба, теперь он уверен, что на спектаклях нашего театра в русских городах зрительные залы будут всегда заполнены. Теперь мы понимаем, что если мы приедем в Москву, в Санкт-Петербург, в Тулу, в Тамбов, в Киров, в Смоленск, в Майкоп, в Тверь,
куда угодно, у нас будут полные залы. Это мы знаем точно. Вероятно, постоянными станут большие московские гастроли. Успех этого года показал, что большая столичная сцена подходит абхазским актерам. Кроме того, важно, что практически любой выезд за пределы республики Русдрам оплачивает сам и с помощью спонсоров. Никакой нагрузки госбюджет не испытывает. Эти гастроли стали возможными благодаря поддержке Беслана Родионовича Агрба, главы московско-абхазской диаспоры, за что мы ему искренне благодарны, и компания Mobile, наших постоянных партнеров, наших друзей. Так что вот эта цель тоже достигнута. Я думаю, что теперь эти гастроли будут ежегодными. Впервые в этом году прошел набор целевого курса в Щепкинское театральное училище по заказу Русдрама и при поддержке Россотрудничества и Министерства культуры России. 15 студентов, будущих актеров, 10 парней и 5 девушек готовят в одном из лучших театральных вузов России специально для абхазской сцены. Это грандиозный совершенно проект, который реализован был в кратчайшие сроки. Благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации, лично министра Ольги Борисовны Любимовой, она непосредственно содействовала реализации этих планов. 41-й театральный сезон был богат на премьеры. «Сны одиночества» по Маркесу, рассказ Мула Старого Хабуга по Искандеру, «Мама» по Зеллеру и другие не менее интересные спектакли серьезно разнообразили афишу театра и привлекли много новых зрителей. А все потому, что каждый спектакль затрагивает важные, а порой болезненные темы, как для отдельного человека, так и для всего общества. Сохранена авторская интонация, текст. Это удивительное отношение к слову, удивительное, то, что мне импонирует. Вот в этом спектакле это есть. Там настолько такая любовь к искандеровскому слову. И из этой любви к слову расцветают смыслы, заложенные в произведении. И те смыслы, которые бьют наотмашь просто и попадают в сегодняшний день. 42-й театральный сезон откроется уже в этом месяце. 29 октября показом моноспектакля «В лучах». Ирина Делба расскажет о судьбе выдающейся женщины-ученого Марии Кюри. Ираклий Хиндба называет выбор этого спектакля для постановки неочевидным. Но мы-то знаем, что это не совсем так. Знаете, сегодняшнее время – это время безволия. Мы наблюдаем это безволие повсюду. И в наших людях, и вообще, в принципе. Мы понимаете, мало людей, которые думают на перспективу, которые свою жизнь рассматривают как забег на длинную дистанцию, которые в состоянии заниматься своим делом одним и заниматься им до конца, до действительно выдающегося или какого-то значимого результата, а не разменивать себя и рассеивать свои усилия в разных направлениях. Воля к достижению цели. Вот это вот очень важная тема, волевое начало в человеке. Это вот тоже одна из тем, мне кажется, этого произведения, этого спектакля. Кроме того, в первой четверти нового сезона нас ожидает премьера нового спектакля «Софичка». Новогодний спектакль Джамбула Жордания и «Лаборатория», в ходе которой 3 российских режиссера поставят резкий из по Островскому. 200-летие Островского отмечается в 2023 году. Это проект, который поддержал Союз театральных деятелей России, то есть финансовая поддержка этого проекта СТД России. Мы тоже на себя возьмем часть расходов в театр, для того, чтобы это получилось. Значит, 3 режиссера, я могу даже назвать их имена. Это... А пока 23 октября Русдрам ждет всех и каждого на закрытие сезона. Закроется он спектаклем «Кёджинские перепалки» и оглашением результатов зрительского голосования. Будут награждены лучшие актеры, режиссеры и спектакли. Церемония эта заслуживает отдельного внимания, потому что проходит не менее интересно и эмоционально, чем спектакли Русдрама. Марьяна Котова, Сосрыкова Гухава, Абаза ТВ.
В Абхазии отмечается четкое снижение заболеваемости COVID-19. Об этом сказала в интервью «Спутник» главный санитарный врач республики Алла Беляева. По ее словам, по Сухуму с 7 по 14 октября выявлен 21 случай. Среди заболевших нет ни одного ребенка. Самые высокие даты по столице были с 19 по 26 августа, когда за неделю было выявлено 479 случаев коронавируса. При этом Беляева отметила, что лабораторные данные не в полной мере отражают имеющуюся ситуацию. Это связано с тем, что течение заболевания стало легче. Многие люди не обращаются за анализами. По данным на 18 октября в Гудаутском ковидном госпитале лежат 5 пациентов с COVID-19, проинформировала Беляева. Ожидается поступление очередной партии вакцины от коронавирусной инфекции, добавила она. Министр здравоохранения Эдуард Будба поручил улучшить взаимодействие с российскими медучреждениями, чтобы жители Абхазии получали всю необходимую помощь, которую предусматривает полис ОМС. В настоящее время полис имеют более 50 тысяч жителей республики. В расширенном совещании приняла участие заместитель министра Саида Делба, а также представитель страховой медицинской организации. Доступная медицина для всех. Качественные медицинские услуги по доступным ценам. 4-уровневый сочинский медикал-центр открылся как для местных жителей, так и пациентов из Абхазии. Специально для жителей республики работает телефонная линия для звонков. Сочинский медикал-центр оказывает амбулаторные и медицинские услуги по 35 направлениям. Каждый кабинет учреждения адаптирован под маломобильных граждан. Предлагаем вашему вниманию сюжет сочинских коллег на правах рекламы. Церемония перерезания ленты и фуршет для гостей. Именно так прошло торжественное открытие Сочи медикал-центра по адресу село Веселое, улица Мира, 32. Команда нового центра планировала отпраздновать события с большим размахом, но ввиду событий в стране руководство учреждения, проявляя свою гражданскую позицию, сделало это скромно. Генеральный директор, будучи уроженцем Сочи, мечтал об открытии на родине медучреждения высшего уровня. В свой новый проект он вложил знания и опыт, приобретенные более чем за 16 лет работы в Голландии. Медицина должна быть доступна для всех, не только для людей, у кого есть финансы, но и у кого их нет. Так что мы сделали огромный мониторинг и сформировали ценовую политику, которая дает возможность для всех жителей. В 4-уровневом медцентре общей площадью 1500 квадратных метров оказываются амбулаторные медицинские услуги по 35 направлениям для взрослых и 25 для детей. Для всех посетителей организована большая бесплатная парковка на 50 мест. Недавно сюда переехали, и я искала действительно медицинский центр, который будет удобен и по расположению, с парковкой. Но мне здесь нравится. Действительно очень хорошие специалисты. Ежедневно Сочи медикал-центр принимает пациентов, проживающих либо отдыхающих в Сочи и в Абхазии. Специально для жителей республики действует телефонная линия для звонков. Ее номер указан на ваших экранах. Для нас это очень удобно. Для жителей Абхазии мы очень долго ждали, следили за открытием центра. Нам очень удобно. В первую очередь это удобно тем, что здесь находятся очень квалифицированные врачи. Здесь работает дневной стационар, осуществляется выезд специалистов на дом, проводятся все виды лабораторной диагностики и функционирует радиологическое отделение. Мы обращались всей семьей в медицинский центр и остались очень довольны. И очень здорово, что в таком месте открылся медцентр такого уровня. Те специалисты, которые здесь находятся, это немаловажный фактор на сегодняшний день, который здесь в центре. Они здесь все есть, абсолютно все. Это говорит о многом. Сочи медикал-центр как доступная среде для всех. Каждый кабинет адаптирован под маломобильных граждан. А в помощь профессиональным врачам приобретено современное медицинское оборудование. И все для того, чтобы пациенты центра получали качественные медицинские услуги по доступным ценам. Оксана Витязь, Дарья Дмитриевна. Время новостей.
Команда АГО отправилась в Ессентуки для участия в межрегиональном футбольном туре Национальной студенческой лиги. Об этом сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту. С 21 по 23 октября абхазская команда сыграет с командами Санкт-Петербурга, Саранска, Белгорода. В этом году сезон студенческой лиги объединил рекордное количество команд в 4 группах высшего дивизиона – 43. Из 23 субъектов Российской Федерации, Республики Абхазия также впервые выступают команды из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Республики Южная Осетия. В настоящий момент наша команда с 10 очками расположилась на 11-й строчке турнирной таблицы. Анонс предстоящих событий. Благотворительный фонд социально-культурных инициатив проведет 21 октября выставку «Будущее рождается сегодня». На ней будут представлены историко-культурное наследие, отраженное в уникальных фотографиях, открытки, закладки, дискуссии и квесты. Выставка состоится в Музее Банка Абхазии, начало в 15 часов. Сельскохозяйственная ярмарка продукции, выращенной и произведенной в Абхазии, состоится 22 октября в Сухуми в 11 часов. На ярмарке будут представлены местные фрукты и овощи, домашнее вино, сухофрукты, джемы, компоты, ремесленные изделия, молочные продукты. У абхазских фермеров будет возможность реализовать свою продукцию, а жители и гости Абхазии смогут приобрести сельскохозяйственные товары. Об этом сообщает общественная организация «Апсабара», которая организует это мероприятие с автономной некоммерческой организацией Центр развития сельского хозяйства и села. В завершении выпуска прогноз погоды. – 21 октября территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточного антициклона. Ожидается переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможно гроза, днем без осадков. Атмосферное давление высокое, температура воздуха ночью плюс 8-13, днем 12-17. Температура морской воды плюс 20 градусов, относительная влажность воздуха 70-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.